В Северо-Восточном федеральном университете торжественно открыли год литературы. В ходе церемонии прозвучали стихи авторов из разных стран на 30 языках мира и, конечно, великих русских поэтов, рассказывает Саргалана Захарова. Много слов на земле, есть дневные слова, в них весеннего неба сквозит синева. Словом можно соединить людей, словом можно разъединить их. Берегитесь такого слова, которое разъединяет людей или служит их вражде и ненависти. Так говорил великий русский писатель Лев Толстой. На этот раз слово соединило студентов разных стран на открытии года литературы в Северо-Восточном федеральном университете. Стихи на разных языках мира, от древнегреческого до арабского языков, прозвучали в зале корпуса технических факультетов Федерального университета. Diminuta y desnuda. Parece que es una Интересное мероприятие, которое помогает всем студентам, иностранным и местным, к привлечению, изучению языка, особенно литературы. Это, как вы знаете, искусство – это самая высшая форма культуры у человека. Произведения русских поэтов читали на финском, китайском, корейском и других языках. Участники признаются, что волновались перед выступлением. 我记得那美妙的一瞬，你出现在그대로 속일지라도 슬퍼하거나 노하지만. Это открытие литературы, это очень хорошо. А в Корее это немного как это здесь. Я впервые принимаю участие в поэтическом вечере. Мне было очень интересно. Я очень люблю стихи, произведения русских, китайских и других поэтов. Завершил многонациональный поэтический вечер академик, профессор Северо-Восточного федерального университета Карл Башарин. Если человек перестает читать, он прекращает мыслить. Поэтому надо читать, читать и еще раз читать. Слово – великое оружие жизни. Пока есть слово, есть и язык. А если живет язык, то живет и человечество. Ярким свидетельством этого стало открытие года литературы, который объединил студентов разных стран. Саргалана Захарова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.